Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». И сегодня мы покажем момент взрыва во дворе одного из домов на улице Зорге в Казани. Что было причиной и какое отношение ко всему имел быстро скрывшийся после хлопка автомобиль? Это Шкода Рапид, потому что она подъехала к тому подъезду, как раз сидели. Расскажем о конфликте, вспыхнувшем на улице Аделя Кутуя между мужчиной и 18-летним сыном его сожительницы. Там драка была внутри, потом кто-то убегал там. Там что-то кипиш был, по-моему, что-то украли кого-то. Между ними был, короче. Что за ранение получил потерпевший? А также беременная девушка, водитель автомобиля, сбила 28-летнего пользователя самоката на пешеходном переходе. Врачи госпитализировали обоих участников происшествия. Все это прямо сейчас. Громкий хлопок разбудил этой ночью жильцов одного из домов на улице Зорге в Казани. Следом сработали сигнализации припаркованных во дворе машин. Выскочив на улицу, хозяева осмотрели свои автомобили, однако никаких повреждений не нашли. Просматривая камеры видеонаблюдения, они увидели, что перед взрывом к жилому дому подъехал неизвестный автомобиль, которого по этому адресу никто никогда не видел. Сразу после хлопка машина спешно уехала, а местные жители о случившемся сообщили в полицию. Они сначала волновались за свое имущество. Что-то взорвалось прямо перед припаркованными машинами. Но, осмотрев транспортные средства, никаких повреждений на них не нашли. Слепок челюсти, по всеобщему мнению, к произошедшему отношения не имеет. Рядом с стоматологией подобные вещи во дворе иногда встречаются. При просмотре записей с камер наблюдения увидели и сам взрыв, и автомобиль, который перед ним подъехал к дому. Это Шкода Рапид, потому что она подъехала к тому подъезду, как раз сидели. Все было зафиксировано сразу несколькими камерами видеонаблюдения. Во двор заезжает «Шкода», видны даже ее номера. Автомобиль разворачивается и уезжает. Следом оглушительный хлопок и рев автомобильных охранных систем. На место тут же приехали стражи порядка. После тщательного обследования местности и исследования записей с камер наблюдения было установлено, что причиной всему стала выброшенная из машины мощная петарда. Личности людей, сидевших в автомобиле, уже установлены. Сейчас по данному факту проводится проверка. Лиана Бахтиева, Анвар Шарифуллин, «Вызов 112». Семейный конфликт у одного из домов на улице Аделя Кутуя стал достоянием общественности. Недопонимание, возникшее между мужчиной и его сожительницей, переросло в ссору. За женщину заступился ее 18-летний сын. И уже в ходе потасовки между мужчинами старший из них получил резаную рану ладони. Там драка была внутри, потом кто-то убегал там. И один его оставили здесь. Там что-то кипиш был, по-моему, что-то украли кого-то. Между ними был, короче. Что-то, кипиш, по-моему. Там, забрали только что же. Вот женщину забрали, вот алкаши были. Что-то не поделили. Всех участников конфликта для выяснения обстоятельств произошедшего доставили в отдел полиции. Мужчина уверял, что рану руки он получил сам. Никто ножом, как утверждали некоторые из очевидцев, его не ударял. Никаких претензий друг к другу мужчины не имеют. Заявление также никто писать не стал. Молодой человек сегодня утром упал с пешеходного моста на проезжую часть на улице Танковой. От полученных травм он скончался на месте. При себе у погибшего не было никаких документов. Сейчас стражи порядка выясняют его личность и все обстоятельства случившегося. Два человека, 23-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» и его 26-летний пассажир получили серьезные травмы в результате столкновения с легковушкой. Байк сразу же загорелся. Авария произошла в поселке Красный Ключ в Нижнекамском районе Татарстана. Вина в случившемся, по предварительным данным, лежит на самом мотоциклисте. Он на большой скорости врезался в попутный автомобиль, при этом вообще не имел права управлять транспортным средством. Момент столкновения был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Мотоцикл на огромной скорости врезается в заднюю часть попутного «Фиата Альбеа». После столкновения байк загорается. Сам мотоциклист и его пассажир разлетаются в разные стороны. Первый быстро поднимается на ноги, второй лежит. Обоих прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали с различными травмами. По предварительной версии, 23-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» управлял транспортным средством, не имея водительских прав. Но давайте класса все-таки думать не о том сиюминутном благе для своего ребенка, а все-таки они хотят и с ножами поиграться, но мы знаем, что они могут уколоть себя. А почему такие мотоциклы 14-летние, 12-летние покупаем?
притом серьезными мощностями, без экипировки, и, к сожалению, мы получаем травматизм. Это не касается профессиональных ребят, клубов мотоциклистов. Я с ними разговаривал, это говорят, не наши ребята. Они не собираются вступать в ассоциацию мотоциклистов, потому что они хотят ездить без правил. Сейчас в Татарстане на учете стоит без малого 14,5 тысяч мотоциклов. Это почти на 1000 больше, чем годом ранее. За этот год в Татарстане в 46 дорожно-транспортных происшествиях с участием мототранспорта 48 человек получили различные травмы, 8 человек погибли. Это больше, чем за 3 прошедших года вместе взятых. К слову, эта авария в статистику не вошла. Вероника Гайнуддинова, Светлана Шумкова, Александр Лихачев. Вызов 112. Экстренная госпитализация потребовалась 28-летнему пользователю самоката на перекрестке улиц Ершова и Абжалилова. Его сбила 22-летняя девушка, водитель Kia Ceed. Наезд произошел прямо на пешеходном переходе. Мужчина упал на капот и пробил головой лобовое стекло. И водитель автомобиля, и очевидцы в один голос утверждали, что самокат выскочил на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Остановиться автоледи просто не успела. К слову, девушке тоже пришлось вызывать скорую помощь. Травм она не получила, но испытала сильный стресс. Она беременна, и врачи после осмотра приняли решение о ее госпитализации. 26-летний водитель БМВ погиб, врезавшись в бетонную опору моста в Лениногорске. Шансов выжить у водителя практически не было, автомобиль был смят по задние колеса. Стрелка спидометра иномарки замерла на отметке в 260 км в час. Перед столкновением мужчина выжил из автомобиля на все, что он был способен. По некоторым данным, перед этой поездкой он попрощался с близкими, попросил прощения у друга и девушки, который был неравнодушен. 74 пожара произошло на минувшей неделе в Татарстане. В половине случаев горел мусор, сухая трава и камыш. Из огня пожарные спасли 2 человек, еще 2 получили различные травмы. Большинство возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем и нарушения техники безопасности при обращении с электроприборами. 1 пожар вспыхнул в результате детской шалости. В эти дни тополиный пух горит как порох. Чтобы избежать беды, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует соблюдать элементарные правила. Места скопления тополиного пуха регулярно очищать и поливать водой. Контролировать места курения, проводить подготовку перед огневыми работами. Не разводить костры и не сжигать мусор. Иметь под рукой первичные средства пожаротушения. Ведро с водой или огнетушитель. Ну и главное, пресекать игры детей с поджиганием тополиного пуха. Ведь ваша безопасность – ваша ответственность. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.